Открывая совещание, исполняющий обязанности премьер-министра Владимир Делба отметил, что участившиеся случаи нелегальных раскопок, незаконного вывоза и продажи ценных исторических артефактов за пределами Абхазии свидетельствуют о недостаточном государственном регулировании в этой сфере. Владимир Делба попросил участников совещания представить свое видение проблем и их решения, чтобы выработать совместную концепцию по созданию более эффективных инструментов контроля и наказания. Первым слово предоставили начальнику Госуправления охраны историко-культурного наследия Гарику Сангулия. Политическая жизнь Абхазии очень часто, каждые 3 года или 4 года, последние десятилетия, большую тряску испытывает по той или иной причине и в первую очередь в головную влияет на такие организации, как историко-культурное наследие и другие. Часто меняют его статус, включают, выключают, вводят, выводят, сокращают штаты до минимума, делают отделом, каким-то отделом непонятным какой-то организации. Штатное расписание уничтожено фактически, структура уничтожена была в 2014 году. Нету администрации госуправления. Наше помещение, кому распродано, неизвестно. Карты негде разложить, негде посмотреть, негде делать и так далее. Мы не только не развились, наши объекты используют другие, это тоже наше государство, скажем, стало министерствами, с большим штатом, с большим финансовым содержанием, с большой и так далее, и туризм, и остальные. А управление только в убыль. Все пошло, все вниз, на дно. И никак не поднимется. В качестве одной из мер по повышению эффективности работы госуправления Гарик Сангулия предложил создать специализированные группы исследования памятников историко-культурного наследия в каждом районе. Его предложение поддержала исполняющая обязанности министра культуры Динара Смыр. Пускай этот представитель, который будет в каждом районе, неужели нельзя сделать так, чтобы в неделю 2 раза хотя бы он инспекцию какую-то сделал? Возможно же такое сделать? Возможно. Еще должна вот сказать, совершенно месяц тому назад поступил анонимный звонок, и говорят, вот мы в Пуланрах нашли золотые предметы. Вы нам даете 4 миллиона? Да. Либо мы продадим. Я говорю, как вы продадите? А мы найдем способ. Я связалась с директором музея, говорю, Аркадий Иванович, он говорит, Динар Гудимовна, где мы с вами найдем 4 миллиона? Как они вывозят? Они находят каналы, как их вывозить. Вот то, что мы и говорили, во всех странах продаются наши артефакты. Такие случаи не единичны. Историки и археологи возмущаются, что украденные у государства артефакты черные копатели пытаются государству же и продать. То есть эти люди не скрываются, не боятся наказания, потому что его фактически и нет. Заместитель министра внутренних дел Тенгиз Нормания отметил, что уголовной ответственности за незаконные археологические раскопки в Абхазии не предусмотрено, поэтому даже пойманные с поличным не несут наказания. В 2016-2017 годах в отдел дознания Министерства внутренних дел Республики Абхазия поступили 2 материала доследственных проверок, касающихся фактов незаконных археологических раскопок на объектах, включенных в государственный список историко-культурного наследия Республики Абхазия. Это в 2016 году в районе села Чмарда Каргского района и в 2017 году на территории крепостного комплекса в селе Цабал Гулибского района. В обоих случаях оперативными службами были задержаны лица, изъяты артефакты и оборудование. Однако привлечь к уголовной ответственности мы их не смогли в связи с отсутствием данного законодательства. Они были в итоге отказано в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления и освобождены. Декан исторического факультета Абхазского госуниверситета Алик Габеля отметил, что несмотря на то, что закон запрещает строительство какого-либо объекта без заключения археологов, эта норма не работает. Штраф за неисполнение мизерный, и наказания никто не несет. Застройщик обязан оплатить за охранный археологический раскоп. Но эта статья в законе. Необходимо принять специально подзаконный акт постановления Совета Министров. Это было в советское время. Мы бьемся об этом уже сколько? Во-первых, изменить. Это было принято 30 лет тому назад. Там мы обращались в Народное собрание, изменить, внести изменения. Там 500 рублей, что ли, штраф и так далее. Но никак не удается. Тут какой-то порочный круг. Целые фирмы, которые проводят застройку на наших территориях. За субботу, воскресенье по улице Пушкина, был выкопан 2-метровый, за субботу, воскресенье котлован выкопан. За субботу, воскресенье тот же памятник историко-культурного наследия в Будоводах был разобран.
абсолютно никакой ответственности они не несут. Ученые-археологи отмечают, что артефакты из Абхазии были неоднократно обнаружены на зарубежных аукционах, в частных коллекциях, о них говорят на международных конференциях. Такие находки бесценны с точки зрения истории Абхазии, и это богатство буквально утекает сквозь пальцы. Значит, на одной конференции нам показали, но не сказали, где было добыто, но сказали в Западной Абхазии или там в Адлере. На самом деле. И там написано, там изображение человеческой головы, и написано «Базилеус псоахос». Я показал Иванчик, доктор наук по классической филологии, специалист, он говорит, это говорит, на абхазо-адыгском псоахос. По-другому оно никак не звучит. Вы представьте себе, и такой материал, серебряный вот небольшой сосудик, оно тоже куда-то уплыло, безусловно. То есть на какой-то конференции нам фотографии показали. Это тоже ведь очень важный момент. Почему? Потому что для 1-2 века, когда у нас очень много материалов не хватает для нашей, скажем, неразрывной цепи развития абхазской истории, а эти моменты очень хорошо дополнили. Хотелось бы обратить внимание еще раз на район Цабала. Это уникальное место, на территории которого и вокруг которого располагаются памятники с древнейшего времени до XIX века. И вот в 1924 году в очередной раз мы с ребятами из охраны памятников, своими силами, насколько это возможно, поехали туда и обнаружили в районе полигона, где наш располагается, военный полигон, огромное количество раскопов. Вот если кто-то там был, они знают, это гектарами огромные поля, и все эти поля, вот насколько глаза хватает, они все изрыты. Все. И рядом с этими раскопами часто встречаются предметы, в основном керамические, потому что они никому не интересны. Да, иногда железные предметы, в основном это вооружение. И все это указывает на то, что в данном месте было погребение. Если там присутствовало оружие, например, меч, это привилегированное погребение, то есть там могли находиться какие-то ценные вещи, монеты, украшения и так далее. И все эти предметы уходят в неизвестном направлении. Главный специалист Госуправления охраны историко-культурного наследия Инал Джопуа предложил ввести уголовное наказание не только за незаконные раскопки, но также за перевозку и сбыт ворованных артефактов. Опыт взаимодействия с правоохранительными органами за прошедшие десятилетия, если сделать такой краткий анализ, показал, и с таможенным комитетом, кстати говоря, тоже показал, что если только говорить о незаконном поиске и изъятии, как это предполагает проект изменений в Уголовный кодекс наш, вот он достался мне экземпляр, то сложно будет на больших площадях археологических памятников Абхазии, это сотни или тысячи гектаров, поймать этих незаконных копателей, и привлечь к ответственности. А вот как говорил Давид Русланович, как их все же легче будет поймать. Вести ответственность ровно как поиски, изъятия, перевозки и сбыта археологических коллекций. В таком случае, как вот интернет кишит, кстати говоря, Динара Будилова, мы говорили, в Министерство культуры звонят, предлагают купить, и они не стесняются, и за это ответственности, к сожалению, нет. То их можно будет легко привлечь в таком случае к ответственности. Ужесточение наказания поддержал также представитель Генеральной прокуратуры Давид Чагава. Мы внимательно изучили соответствующий законопроект о внесении изменений в статью 20, в главу 25 Уголовного кодекса в виде новой статьи 241 прим, которая будет предусматривать уголовную ответственность за данный вид правонарушений. У нас нет претензий к этому законопроекту, нет никаких дополнений, так как и мотивировочная часть, и санкционное наказание, которое предусматривает, диспозиция самой статьи, которая разделяет наказание в виде 3 частей, все является с юридической точки зрения абсолютно правильным. И усиление наказания от 1 года до 6 лет в виде реального срока наказания является очень существенным. Я думаю, оно
повлияет на сегодняшнюю ситуацию, которая в этой сфере происходит. Исполняющий обязанности премьер-министра Владимир Делба поручил руководителю аппарата Кабмина Давиду Сангулия в 10-дневный срок разработать поправки в Уголовный и Административный кодексы, а также изменения в Закон об охране историко-культурного наследия. Также Владимир Делба просил представителей профессионального сообщества принять участие в этой работе. Надежда Боровикова, Сасрыкуагуха, Абаза ТВ.